Наблюдая теплые отношения турецких абхазов, возможно ли в ближайшее время их воссоединение с исторической родиной? Öncelikle benim için söylediğiniz güzel düşünceler. Прежде всего, огромное спасибо за то, что вы меня, изъявив желание записать со мной репортаж, вы меня этим самым честь оказали. Спасибо за это большое. Если возвращаться к вашему вопросу, то, конечно, для нас общение с братьями, которые исторически так сложилось разделены, да, это очень важная задача, и нет необходимости, на мой взгляд, объединяться нам на этом этапе на одной территории. Но то, что важно, это свободно общаться друг с другом. Как возможно поддержать взаимоотношения, сделать свободными границы между Абхазией и Турцией? Dünya hızla gelişiyor. Быстро развивается. Мы от промышленного общества переходим к обществу информационному. В этих условиях границы размываются. И для того, чтобы через 100, через 200 лет наш народ смог беспрепятственно общаться и никакие границы ему не мешали, государство прежде всего для этого должно обратить внимание на вопросы языка. Язык – это то средство, которое не даст народам охладеть друг к другу и отдалиться друг от друга. И государство этому не только внутри Абхазии должно уделять внимание, но и в диаспоре создавать условия для того, чтобы язык не терялся и на нем говорили. Приятно отметить, что наши соотечественники на чужбине достигли больших успехов, вопреки обстоятельствам. Прошло около 25 лет после Отечественной войны, но хотелось бы более значительных перемен на родине. Что бы вы могли посоветовать нам? Bildiğiniz gibi Несмотря на то, что молодое государство, вышедшее из войны, динамично реализовывает свой демократический путь развития, который был заложен большим лидером Владиславом Мартом. Несмотря на различные сложности, я с уверенностью могу сказать, что тот путь, по которому движется сегодня Абхазия, является динамичным продолжением тех принципов демократичного свободного государства, которые были заложены Турцией со своей стороны. Всегда к Абхазии относилась как к родственному соседу. Мы со своей стороны готовы оказать всяческое содействие для того, чтобы Абхазия имела возможность брать уроки из турецкого опыта. Турция большая страна, и в этом на пути своего развития определенный путь прошла. И для того, чтобы получать опыт, который имеет Турция, официальные лица должны, конечно, чаще видеться с официальными лицами здесь. Нужно создать эти условия, и мы со своей стороны готовы оказывать всяческое содействие, чтобы эти условия создать. После войны Абхазия несколько лет находилась в экономической информационной блокаде. Однако товарооборот с Турцией не был прекращен. Безусловно, это заслуга турецких абхазов. Возможно ли в нынешнее время наши отношения сделать более эффективными? В современном мире основным двигателем межгосударственных отношений является экономика. Насколько быстро будут развиваться и динамично развиваться экономические отношения между Абхазией и Турцией, они развиваются. Насколько быстро будут развиваться культурные взаимоотношения, насколько свободным будет прямое сообщение, которое будет способствовать общению, интенсификации этого общения, настолько быстро же и будут развиваться межгосударственные отношения. И, на мой взгляд, нам больше нужно на сегодняшний этап, учитывая, конечно, всю конъюнктуру, больше нужно уделять внимание именно экономическим, культурным отношениям и стараться создать условия для свободного общения, прямое сообщение и так далее. В 1996 году был принят нормативный акт, ограничивающий продажу недвижимости иностранцам. Возможно ли прежде заселения иностранцев осуществить процесс репатриации своего народа? Как вам известно, вопрос продажи земли, жилья для больших государств даже является чувствительным вопросом.
В случае с Абхазией, которая как бы территориально не очень большая, маленькая, можно даже сказать, этот вопрос крайне чувствителен. Тем более Абхазия, свобода и независимость, земля, как бы омытая кровью наших героев, говорит, очень большую цену заплатила за то, чтобы быть сегодня в том состоянии, в котором она есть, и развиваться. Поэтому для Абхазии вопрос продажи жилья, на мой взгляд, может необдуманные действия, которые относятся к вопросу продажи земли и жилья, поспешные решения, принятые в этом отношении, могут очень негативно отразиться на дальнейшем состоянии Абхазии. Что касается вопроса возвращения соотечественников, то, конечно же, эта программа должна быть ускорена и должна быть максимально оптимизирована. Должны, на мой взгляд, быть созданы условия для максимально комфортного возвращения соотечественников на родину, их адаптации, интеграции в общество. Можно ли создать двусторонние комиссии из числа бизнесменов, общественных деятелей, организовывать ежегодные форумы с привлечением диаспоры? По примеру Российско-Абхазского экономического форума. Çok faydasının olacağına inanıyorum. Конечно, необходимо создать постоянные площадки действия таких вот двухсторонних форумов, которые бы затрагивали не только вопросы развития деловых отношений, но и культурных и различных других. Я считаю, что к этим форумам необходимо привлекать в том числе и политиков на постоянной основе. Я знаю, что Абхазия уделяет большое внимание развитию двусторонних отношений. Мы и те люди, которые в диаспоре сегодня являются активными, должны со своей стороны тоже приложить максимум усилий для того, чтобы подобные площадки имели место. Artarak devam etmesini çok önemli olduğunu düşünüyorum. Будет ли пароходный маршрут между Абхазией и Турцией? Для нас это первостепенная задача – открытие прямого сообщения. Братья, родственники, представители одного народа должны иметь возможность свободно общаться друг с другом. И действительно этот вопрос, который должен быть решен уже вот сегодня. И мы должны приложить максимум усилий, и мы стараемся это сделать, чтобы и морское, и воздушное сообщение между Абхазией и Турцией было открыто. Это, вот, как я говорил, первостепенный вопрос в сегодняшней повестке двусторонних наших отношений. Как достичь успехов, здравомыслия, правильных стратегических расчетов в политике? Можете ли вы дать какие-либо советы нашим юным политикам? Конечно, этот вопрос касается не только вот наших отношений, да, там абхазов, Абхазии в Турции, абхазов в Турции, абхазов в Абхазии. Это вопрос как бы актуален для всего мира. И мой совет, с моей перспективы, для молодых ребят, которые стараются построить карьеру в Абхазии, это прежде всего работа над собой. Образование. Делать то дело, которым занимаешься, с максимальной отдачей. Учиться, не жалеть себя, трудиться и делать то дело, которое действительно тебе по душе, и делать его ответственно. Заниматься тем, вот, лишь бы чем-то заняться. Набираться опыта и применять этот опыт именно в том деле, которым zaнимаешься. Может ли Абхазия сыграть историческую роль в примирении российской стороны и турецкой? Bana göre Türkiye-Rusya krizi. На мой взгляд, вообще кризис, который сегодня существует в отношениях между Россией и Турцией, не тот кризис, который будет продолжаться долго. И в этой связи, конечно, Абхазия может сыграть значимую роль. Абхазия, учитывая то, что развивает стратегические партнерские отношения с Россией, и учитывая то, что на территории Турции проживает больше абхазов в диаспоре, чем в самой Абхазии, Абхазия может использовать потенциал этой диаспоры для того, чтобы преодолеть некоторые сложные моменты, даже во взаимоотношениях как бы Турции с Россией. И в этой связи хочу сказать, что выразить надежду, что руководство этих стран увидит потенциал, который имеет Абхазия,
и воспользуются ими, предпринят шаги для того, чтобы восстановить между государством, между Турцией и Россией хорошие отношения и вернуться к дружеским партнерским взаимоотношениям.